Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Мадина Кураева, и в начале главной темы выпуска. Теоретические и практические занятия. Эти центры должны быть объединены одними методиками, одной философией, одним духом. В Российском университете спецназа проходят обучение будущие инструкторы Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Подробнее в нашем эфире. Доступное дошкольное образование. Детям очень нравится. Даже можно сказать, что они даже не хотят уходить домой. О новых детских садах, построенных в регионе, расскажем в этом выпуске. В Грозном состоялся турнир по волейболу среди сотрудников органов безопасности и правопорядка региона. Вопросы проведения индивидуальных профилактических работ с семьями, находящимися в социально опасном положении, обсудили на заседании Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав во главе с вице-премьером правительства Чеченской Республики Адамом Алхановым. Участники выступили с докладами, рассказали, в какой форме проходят профилактические мероприятия. В ходе проверок по неблагополучным семьям, состоящим на учете, проводятся беседы воспитательного характера как с самими родителями, так и с их детьми. Составляются индивидуальные планы работ в целях профилактики правонарушений среди подростков. В учреждениях проводятся встречи с представителями духовенства, комиссий по делам несовершеннолетних и сотрудниками МВД. Особое внимание уделяется недопущению проявлению терроризма и экстремизма в молодежной среде. В Российском университете спецназа в Гудермесе проходят обучение будущие инструкторы Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, которые по поручению Владимира Путина создаются в 12 регионах страны. О том, что из себя представляют курсы, расскажет Лейла Муртазова. Александра и Анастасия – родные сестры, единственные девушки, состоящие в группе инструкторов, проходящих повышение квалификации на базе нашумевшего Российского университета спецназа под руководством опытных педагогов. Целый месяц они обучались военному искусству, двигаясь от простого к сложному, чтобы в будущем также передать полученные знания. Мы работали в своем регионе в военном лагере инструкторами по физической подготовке, и так получилось, что нам предложили поехать сюда, чтобы продолжить развитие в данной сфере. По поручению президента России Владимира Путина в 12 регионах нашей страны, в том числе и в Чеченской Республике, создаются пилотные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Советник министра МЧС России Даниил Мартынов отметил важность этого проекта. Эти центры должны быть объединены одними методиками, одной философией, одним духом и одними понятиями. Нам с вами в ближайшем времени, уже совсем скоро, предстоит заниматься и проводить огромную работу с нашей молодежью. На первом этапе для работы отобрано 216 человек, которые, по словам инструкторов, успешно усвоили новые навыки, знания и показали себя настоящими специалистами. В данный момент определенный этап прошли, сдали тестовые экзамены, успешно прошли у нас общие экзамены. Не осталось большое время. Сейчас сама учебное мероприятие – это базовое учебное мероприятие. На базе учебного центра есть не только все условия для приобретения боевых навыков, но также высококвалифицированный инструкторский состав, который показал свой профессионализм не только в стране, но и в мире. Люди очень опытные, профессиональные, за плечами очень богатый опыт. И, конечно, это очень всегда интересно получать, обогащаться самому, разбавлять свои знания, опыт. Это очень хорошая практика. С курсантами инструкторы РУС провели теоретические и практические занятия по огневой, тактической и инженерной подготовке, а также пилотированию и эксплуатации дронов с углублением в технические подробности. По
После завершения обучения в Гудермесе они продолжат осваивать знания в Пятигорске, а также в Московском государственном педагогическом университете. Ключевая роль создания центров отведена Российскому союзу боевых искусств, которые объединяют 71 федерацию различных стилей и направлений спортивных единоборств. Из этих спортсменов и формируются инструкторы. Я состою в Федерации практической стрельбы дополнительно, то есть и мне с Федерации ребята позвонили, предложили, говорят, вот такой проект пилотный, желаешь ли ты участвовать в нем? Ну, так как я занимаюсь военно-патриотическим воспитанием молодежи у себя достаточно долго уже, мне этот проект стал интересен очень, и все, я подал анкету, рискнул, так скажем, уволился от всего и поехал. Работа в центре начнется в самое ближайшее время и будет направлена на подготовку и обучение молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, включая школьников и студентов. Стоит отметить, что после завершения подготовки инструкторы будущих центров регулярно будут проходить повышение квалификации в Российском университете спецназа. Лейла Муртазова, Резван Насипов, Вести, Чеченская Республика. Донецкий кузнец решил изготовить кувшин с розами к годовщине освобождения Мариуполя и передать его главе региона Рамзану Кадырову. Виктор Михалев перековывает автоматы, снаряды и гильзы в различные сувениры. Еще с 2014 года он каждый день в своей мастерской. Его работы выставляются в Москве и стоят в кабинетах у Пушилина и других. Теперь один из сувениров будет у главы региона. Кувшин называется кувшин изобилия. Вот так я его назвал. Почему? Потому что он, наверное, такой могущественный, сильный. И такая мысль давно у меня была, чтобы подарить его Рамзану Кадырову. Мы здесь, дончане, мы сильно уважаем народ и Рамзана Ахматовича за помощь и за его поддержку, и то, что мы одинаковые, братья, и не бросают нас в беде. В Южной Осетии проходят Дни культуры Чеченской Республики. В рамках программы выступил драматический театр имени Михаила Лермонтова со спектаклем «Белла» по произведению «Герой нашего времени». Впереди зрителей ждут выступления ансамбля «Войнах» и симфонического оркестра. Обо всем по порядку в следующем сюжете. Жители Цхинвала идут в местный театр, однако сегодня они станут свидетелями необычного представления. Впервые в Южной Осетии проходят Дни культуры Чеченской Республики. В рамках программы сюда прибыл драматический театр имени Михаила Лермонтова со спектаклем «Белла». Перед стартом официальные лица выступили перед зрителями, а приветственные слова от министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадыровой зачитала первый заместитель Марит Байсарова. Дни чеченской культуры в Республике Южная Осетия проходят впервые. С большим трепетом сегодня мы находимся на этой прекрасной земле наших братьев осетин. Гордимся и ценим многовековые узы дружбы между чеченскими и осетинскими народами. В целях расширения сотрудничества между культурными ведомствами Южной Осетии и Чеченской Республики мы представим насыщенную культурную программу, которая расскажет о моей родной Чечне. От всей души желаю вам и всем жителям Южной Осетии мира, счастья и уверенности в завтрашнем дне. Свет погашен, сцена освещена. Герои в исполнении чеченских актеров показаны с максимальной точностью. Реквизиты и декорации подобраны идеально. Молодой парень влюбляется в кавказскую красавицу и ради нее готов пойти на самые отчаянные шаги. Слава Богу! Пронесло! Фаталист чертов! Хорошо, что пистолет был не заряжен. Посмотрим, однако, была ли осечка. Просмотр прошел на одном дыхании. Понравилось всем, поэтому завершился он бурными аплодисментами в адрес солистов театра. Не обошлось и без взаимного обмена подарками. Прозвучали теплые и искренние слова. Зрители, открывшие для себя чеченскую культуру, не скрыли своих слов восхищения. Прежде всего, хочется отметить высокий профессионализм этого театра. Конечно, прослеживаются и черты характера народа чеченского в этой постановке. Мы, конечно, видели в других исполнениях это произведение, но здесь мы увидели наиболее тонко подмеченные черты кавказского, именно такого самобытного народа. Я осталась в восторге, откровенно говоря, и от самой постановки, и от игры актеров. Я
видела ваши коллективы, ездила и работала в Министерстве культуры, в театре работала. Мы ездили на фестиваль «Федерацию» со своим спектаклем, и нас там великолепно принимали. Слова благодарности и высокую оценку спектаклю выразила и министр культуры Южной Осетии Радат Загоева. Я очень благодарна Айшат Рамзановне, что с ее стороны наше предложение нашло такой живой отклик, и она направила в нашу республику такую внушительную делегацию, такой большой культурный десант. Улыбки не спадают даже после окончания мероприятия. Долгие овации говорят сами за себя. Зрители с интересом наблюдали за спектаклем и переживали буквально каждый момент. Теперь они идут домой с прекрасным настроением и с удовольствием будут ждать спектакль вновь. Турпа, Лолита Исумов и Хусейн Мурдаханов. Специальный репортаж из Южной Осетии. Вести. Чеченская Республика. В течение последних лет в Чеченской Республике построили сотни детских садов, обеспечили их самой современной и качественной материально-технической базой. Эти меры позволяют получить доступное дошкольное образование для детей. Учреждения возводятся и в новых микрорайонах. В одном таком побывал наш корреспондент. Слово Адаму Магомедову. Утро Сайфуллы начинается с небольшой прогулки вместе с любимой бабушкой от дома до детского сада. Малика Башаева мальчика любит как сына и по большей части сама воспитывает, так как молодые родители чаще всего заняты на работе. В детское учреждение женщина отдает ребенка уверенно, поскольку знает, что там ему безопасно и комфортно. Чистый садик, комфортабельный, удобное место для всех жителей, так как здесь сейчас новостроек много, и в основном все дети сейчас здесь, в этом садике. Обращение к детям очень красивое, хорошее, питание хорошее. Четырехлетнего Сайфуллу ждет насыщенный день. Сначала он плотно завтракает вместе с остальными, а после идет познавательный урок. Детям читают сказку. На этот раз это популярная народная история под названием «Сивка-бурка». Ребята всегда внимательно слушают и запоминают. Сколько сыновей было? 3. А как звали младшего? Уже в актовом зале ребята репетируют различные музыкальные и танцевальные выступления для утренников и праздников. В детском саду есть даже спортзал, где дети могут выполнять физические упражнения и поддерживать форму, а в свободное время они играют в игрушки, рисуют и веселятся. Учреждение было открыто в декабре 2022 года в рамках программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда» рядом с жилым микрорайоном. Это очень удобно для местных, поскольку сад в шаговой доступности. Помимо этого, в рамках него в Грозном появились школа и детский сад на 720 и 240 мест. Еще одно дошкольное учреждение уже построили для жителей села Айтимок на 80 человек. Все это способствует развитию жилищного строительства путем обеспечения необходимой инфраструктурой застраиваемых территорий. Для детей есть игровые свои комнаты. Также в каждой группе есть спальни свои. У каждого ребенка есть свой индивидуальный шкафчик. Детям очень нравится. Даже можно сказать, что они даже не хотят уходить домой, когда приходят за ними родители. Детский сад номер 55 имени Ахматханова в общем рассчитан на 160 мест. Однако на данный момент он не полностью заполнен, так как микрорайон все еще находится на стадии строительства, и некоторые люди только заселяются. Однако за короткий промежуток времени удалось набрать 3 группы, в каждой из которых по 20 детей. Адам Магомедов, Саидамин Мусаев, Сайцелим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. ГТРК «Войнак» совместно с региональным отделом Центрального банка России перевели аудиолекции по финансовой грамотности на чеченский язык. Вещать их будут в эфире радио на волне 103,6 FM. В цикле лекций собрана наиболее значимая и актуальная информация, как противостоять мошенникам, что нужно знать о лжебанках, нелегальных кредиторах, как узнать свою кредитную историю и как защитить права потребителя финансовых услуг. Аудиолекции на родном языке сделают информацию более доступной. Особенно это актуально для представителей старшего поколения. На сайте ГТРК «Войнак» в разделе «Новости» материалы можно прослушать в записи. Идея перевода аудиолекций по финансовой грамотности на чеченский язык возникла у нас не случайно. Так как нынешний 2023 год является годом чеченского языка, мы надеемся, что эта информация будет полезной для нашего населения и гостей.
Перевод аудиолекции по финансовой грамотности – это совместный проект Банка России и ГТРК «Войнах». Мы хотели бы сказать огромное спасибо, поблагодарить их за оказанное содействие. Лекция на тему «Главные правила правописания чеченского языка» прошла в актовом зале Чеченского государственного университета. Модератором выступил кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой чеченской филологии ЧГУ Саидхамзат Иризиев. Он рассказал студентам о часто допускаемых ошибках в орфографии и пунктуации, о том, как менялась письменность родного языка. نقطة ريسبوبليك مخداس أحمد عجرم زانه شو أزرت أخو شو نقطة مت شو على دقيقة عنده أزجورش كها كدر عبد الحامد أحمد عجيز أرايوش نقطة بتشالق أونيفرسيتة داخل شو نقطة متن ليرنا نقطة مت قوان ليرنا دق مربرية شو بق بال بداخلش أخا اشتغل لير سعنقيتر إذا نقطة مت نيس يزدر كورت بقونش ألوش لكتين لير وتغن يلين لكتي وتقوز دعوريولش أخا قوز لدوا بحكينا فيلология факультет студентш бут ахкавой и школашкара хияхар хвайбу. В Грозном состоялся турнир по волейболу среди сотрудников органов безопасности и правопорядка региона. Участие приняли 10 команд. Подробнее об игре и итогах расскажет Рамзан Абоев. Теннис, плавание, боулинг – это не полный список спортивных игр, к которым приобщены правоохранители. Спорт в этой профессии – неотъемлемая часть. Чемпионат по волейболу среди коллективов министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка организован региональным отделением Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». У нас вот ведомства, исходя из своей численности, формируют, сначала проводят в подразделениях соревнования и отличившихся включают в состав сборной команды того или иного ведомства. На данный момент заявилось 10 команд из 10 ведомств. В ходе упорных состязаний в полуфинале за серебро борются команды Управления ФСБ по региону и 46-я ордена Жукова отдельная бригада оперативного назначения. В финале встретились команды Министерства внутренних дел и Росгвардии. В ходе первого тайма представители МВД опередили своих соперников на 2 балла. Во второй партии отрыв уже 12 очков в их же пользу. Приказом министерства мы были за неделю до соревнований освобождены от службы, готовились действительно только на первое место. А так ребята не профессионалы, но так любительски, все хорошо играют, все физически в хорошем состоянии, и поэтому, наверное, вот так к нам и первое место мы взяли. Важным условием для новых достижений является поддержка близких, поэтому здесь собрались коллеги и друзья игроков, чтобы поболеть за своих. Владение мячом в волейболе ограничивается правилами. Число мгновенных касаний не должно превышать 3. Площадка невелика, самая маленькая из спортивных игр при 6 участниках. Однако своей зрелищностью и азартностью этот вид спорта не уступает никакому другому. Такие состязания не только дают заряд бодрости и положительные эмоции, но и сближают. Соревнования проходят на базе Грозинского Суворовского военного училища МВД России имени Героя Российской Федерации Ахмата Абдулхамидовича Кадырова. Это и символично в канун 20-летия принятия Конституции Чеченской Республики. Любые виды спорта, в том числе и где командная игра, она сплачивает коллектив, создает всегда возможность проявить себя с физической стороны. В ходе упорной борьбы места распределились так. Бронза досталась Управлению ФСБ по региону. Обладателями серебра стали росгвардейцы. Золотые медали заслуженно получила МВД. Команда забрала кубок чемпионата и будет представлять республику на всероссийских соревнованиях. Пройдут они в Татарстане осенью. Рамзан Абуев, Магомед Басаев, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. Огромный ассортимент верхней одежды можно найти в магазине «Северина». В бутике прошла акция в честь дня рождения и 8 марта, благодаря которой покупатели выиграли подарки и денежные сертификаты. Подробнее в следующем материале. В
этот праздничный весенний день хочется зарядиться положительными эмоциями так, чтобы хватило до следующего года. И лучше всего это сделать в Северине. Так совпало, что в Международный женский день 8 марта Северина отмечает и свой день рождения. И, конечно, мы спешим поздравить. Сегодня в Северине собралось много народа. Поздравляют, празднуют и с нетерпением ждут начала долгожданного розыгрыша. И вот все готово. Мы начинаем. Крутить барабан и называть имена победителей будет всеми известная прекрасная Элина. Первым разыгрывается сертификат в ювелирный магазин на сумму 10 тысяч рублей. Сейчас Элина будет крутить барабан, и мы узнаем имя победителя. Все, стою. Роза. Хороший выигрыш. Украшение – это самый лучший подарок для женщин. Вторым у нас разыгрывается сертификат на сумму 30 тысяч рублей в магазин бытовой техники. Так, Элина, называй имя. Сейчас. Дарханова З. Поздравляем. Мы поздравляем победителя. Это очень хороший выигрыш. Многое можно позволить себе за эти деньги. Да? Третьим у нас разыгрывается сертификат на сумму 10 тысяч рублей в парфюмерный магазин. Хажер. Это тоже очень хороший выигрыш. Мне кажется, каждая женщина будет рада такому подарку. Самый главный приз от магазина Северина – это сертификат на сумму 50 тысяч рублей. Но тут можно позволить себе не одно изделие, а сразу несколько. Фатима Трамова. Поздравляем. Если вы не здесь, не с нами, то в Северине ждут вас, чтобы вы забрали свой подарок, свой сертификат. Дальше разыгрывается вот такая замечательная джинсовая куртка с мехом. Милана Аделгириева. Дальше мы разыгрываем кардиган из меха песца. Вот такой вот красивый, очень модный и удобный. Подходит на любой рост и фигуру даже. Да. Сейчас мы узнаем имя этого счастливчика. Аманта. Аманта, мы вас поздравляем с этим прекрасным подарком. Так, а дальше мы разыгрываем меховой рюкзак. Да. Там еще есть и конфеты. Да, то есть здесь получается конфеты. Сладкий приз. Кому он достанется? Самила Надирова. Так, друзья, сейчас мы будем разыгрывать дальше сумочку меховую. Покажи, Элина. Вот она. Вот такая вот красивая сумочка. Узнаем имя победительницы. У нас следующая получается Татьяна Добрякова. Итак, последний розыгрыш на сегодня – это мы будем разыгрывать меховые тапочки. Вот такие вот красивые. Луиза Багаева. В свой день рождения Северина получила поздравления и много счастливых лиц от гостей и участников супер-розыгрыша. Мы поздравляем сегодняшних победительниц и ждем вас в магазине для вручения подарков. Все мы видим, что розыгрыши в Северине всегда проходят честно. У победителей сегодня двойной праздник. Они счастливы. Даже те, кто сегодня не выиграл, не грустят. Вкусные угощения, подаренные букеты цветов – все это создает праздничную атмосферу и радует гостей. Сезон продаж верхней одежды скоро закончится, но те, кто еще не успел купить весеннее пальто, куртку или плащ, торопитесь. В Северине огромные скидки. Шубы за полцены. А на весь остальной ассортимент скидки до 70%. Действует рассрочка без переплаты и первоначального взноса. Весна – это повод совершить выгодную покупку. Скидки действуют даже в рассрочку. Напоминаю, что Северина находится в торговом центре Гранд и Деловой, улица Нурсултана Назарбаева, 106, первый этаж. Мадина Кураева, Шейх Масур Умалатов, Сайдамин Даут Мирзаев, Вести, Чеченская Республика. Такие события следите за вестями на официальных страницах, в социальных сетях и на платформе «Смотрим» телерадиокомпании «Война». Подписывайтесь. С вами была Мадина Кураева. До новых встреч в эфире.